Никаких дрожащих рук и только ровные швы. Рашид Газгиреев профессию сварщика освоил еще 8 лет назад. Работал в сварочном цехе, изготавливал зонты, перила, ворота. А в последние годы увлекся сваркой аргоном. Главная особенность этого вида – безграничные возможности, безопасность для окружающей среды и здоровья человека, высокое качество шва и соединение многих трудносвариваемых и тонколистовых материалов. Теперь детали различной сложности Рашид варит в собственной аргонной мастерской. Открыл ее полгода назад, когда подписал контракт с соцзащитой на сумму 100 тысяч рублей. Эти деньги помогли запустить свое дело. Соцзащита, я поддержку ванцы, цене идет сам ица, шамбаргуштей пар инструмент, я сварит материал, оборудование, я сделал это так. Наха дал я пейну гош сейн язык. Сварочное дело Рашид Газгиреев считает выгодным и полезным как для себя, так и окружающих. После запуска аргонной мастерской молодой мастер вступил в ассоциацию ремесленников Ингушетии. Признается, работа на себя и наличие собственного оборудования позволяет также принимать участие в социальных проектах. Теперь различные конструкции для участия в выставках и на других мероприятиях собирает здесь. Да, я хочу, что тренинг и лакай, так брус, деревянный брусок, а что ты уж, конечно, и соедините с вашей котос, так, тычи для выставки, для показа, мотика еще мобильный модуль живого царя, на месте, да, уха, хагулья, та богом бянги, та мероприятие, там я разобрать чья, мотиге, что не сколько смочь, тега, если расширить дивол соус, тега, этот хамецкий вошка, плазменный резак яйца. Компрессор, сверлильный станок, чтобы расшириться для движения сначала. Реализация программы соцконтрактов началась в регионе в прошлом году. Оформить его можно в отделении соцзащиты по месту жительства. Так, в 2021-м отделом соцзащиты по Назрановскому району заключено 429 контрактов, а за первые 2 квартала этого года уже 301 социальный контракт. Социальный контракт с органами соцзащиты может заключить совершеннолетний россиянин или семья с низким уровнем дохода, ниже прожиточного минимума в регионе. При этом неважно, работает ли получатель субсидии по трудовому договору, самозанятый он, ИП или безработные. Люди, которые обращаются в органы соцзащиты по месту проживания, но имеют постоянную регистрацию в другом регионе, должны предоставить справку о том, что ранее они соцконтракт не подписывали. Заключить его можно только один раз. В регионе пока по соцконтрактам действуют 2 программы – личное подсобное хозяйство и индивидуальное предпринимательство. При получении денег на ведение ЛПХ необходимо заниматься хозяйством и получать доход от продажи сельхозпродукции. Обязательное условие – регистрация в качестве самозанятого. А на открытие своего дела нужно закупить оборудование, расходные материалы, оплатить аренду, производить продукцию и получать доход. В самом контракте указывается смета покупок и перечисляется конкретно, что хочет приобрести человек. Если по истечении месяца у гражданина не пошла торговля, у него не получилось ничего сделать, то он должен по истечении квартала предоставить нам информацию о том, что за прошедшие 3 месяца доход равнялся нулевой сумме. И в этом случае мы пытаемся дополнительно помочь, простимулировать. Главная цель программы – помочь человеку увеличить доход. Соцконтракт с государством заключается на 1 год. Ежемесячно необходимо выплачивать налог в размере 4% с дохода. Если нарушить условия контракта, он будет расторгнут и деньги надо будет вернуть. Например, если человек получил определенную сумму на открытие бизнеса, но часть полученных денег потратил на погашение долгов по ЖКХ, он обязан возместить средства. В контракте прописывается о том, что если гражданин не выполняет обязательства, возложенные на него и взятые им на себя, то мы вправе взыскать с него выплаченную сумму. В соответствии с постановлением нашей республики максимальная сумма выплаты у нас составляет 100 тысяч рублей. Для расчета дохода при подаче заявления на соцконтракт берут общий доход семьи за 3 месяца и делят на 3 месяца и количество членов семьи. При расчете учитывается не только зарплата, но и все пенсии и пособия. При оценке нуждаемости семьи учитывается наличие имущества, автомобилей, квартир, земельных участков. Если их количество больше допустимого, то даже при среднедушевом доходе ниже регионального прожиточного минимума соцконтракт недоступен. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.